В Мирном прошли соревнования по казачьим военно-спортивным играм. Это мероприятие было проведено в Якутии впервые. Среди претендентов на победу были и айхальские казаки. Впечатлениями об участии в соревнованиях они поделились с Анной Захаровой. В соревнованиях по казачьим военно-спортивным играм приняли участие казаки из Мирного, Айхала и Чернышевского. Участников было пока только чуть больше 10 человек. Однако казачий сполох, который был проведен в этом году впервые в нашей республике, организаторы планируют проводить и дальше. Военно-спортивные игры включали такие дисциплины, как пластунское многоборье, рубка шашкой, фланкировка казачьими шашками. В последнем виде соревнования айхальские казаки заняли призовые места. Александр Кульков – первое, а Иван Гостев – почетное второе. Так как в первый раз мы туда приехали, было очень интересно, там много опыта у соперников своих позаимствовали, так же самое, как и они у нас. Там в чем-то они были лучше подготовлены, в чем-то мы. Нас предупреждали о том, что там будет, но не ко всему были готовы. Но тем не менее добились неплохих результатов. Вот. Соперники там были достаточно ребята подготовленные. В некоторых видах спорта, например, фланкировка, они практически не занимались, они все удивлялись, как мы крутим, а у нас была примерно такая же реакция на то, как они стреляли с оружия или метали ножи. Вот это мы, например, не умели, потому что в наших реалиях это не совсем возможно подготовиться. Казачество в поселке Айхал зародилось всего несколько лет назад и сегодня активно развивается. Атаманом отделения казаческого общества в поселке является Вячеслав Бузыкин. Казаком человек становится осознанно, и, как признаются сами ребята, они сделали свой выбор по зову души. Я увидел, как занимаются ребята, мне это понравилось, у меня душа сразу легла к этому всему. То есть казачья жизнь для меня. У нас тренер, он же и атаман впоследствии был, просто предложил походить там в храм, там историю нам сначала рассказывали. Только потом сказали, что зарождается у нас казачество в нашем поселке впервые. И все само собой, присягу принимали и так далее. На базе Центра дополнительного образования детей «Надежда» действует специальное объединение по патриотическому воспитанию юношей. Здесь осуществляется физическая подготовка, ведется обучение рукопашному бою, строевой подготовке. Воспитанники объединения знакомятся с оружием. Военно-патриотическим клубом России «Верные сыны» также руководит Вячеслав Бузыкин. Анна Захарова, Александр Домонтович, телерадиокомпания «Алмазный край».